парламент Абхазии поступает информация, что женщины с российским гражданством из Абхазии становятся фигурантами уголовных дел по фактам незаконного получения в России детских пособий и выплат. Обсуждение ситуации, связанной с участившимися задержаниями граждан Абхазии, получающих единое пособие Российской Федерации на детей, прошло на расширенном заседании парламентского комитета по государственно-правовой политике и комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны. Депутатов была соответствующая инициатива, и вот решили на площадке Комитета по государственно-правовой политике и социального комитета такие небольшие слушания организовать и выслушать точки зрения и понять, как быть с этим вопросом. На заседание были приглашены руководитель администрации президента Беслан Эшба, министр юстиции Анри Барцыц, министр иностранных дел Олег Барцыц, министр соцобеспечения Руслан Аджба, уполномоченный по правам человека Анас Кишмария. Представители соответствующих структур вместе с депутатами обсудили возможные пути по защите наших граждан. Мы с Рашидой Азаретовной решили поработать с этим вопросом, да, и действительно комитет расширенный такой совместный создать из-за того, что к нам обращается немалое количество наших сограждан с очень серьезными проблемами. Эти проблемы надо признать, как юрист, я должен сказать, что эти проблемы, к сожалению, очень трудно решаемы. В ряде случаев, да и в большинстве, наверное, случаев, в том числе, наверное, есть такая ситуация, когда есть и определенная вина наших граждан, наверное, в том, что так сложилось. Но надо понимать, что наши граждане, это в любом случае наши граждане, и мы в любом случае должны защищать их интересы. Совместными усилиями и усилиями руководства страны данный вопрос находится на рассмотрении, он не оттягивается, и вот решение этого вопроса в ближайшее время будет к какому-то такому положительному сдвигу приближаться. Уполномоченная по правам человека Анас Кишмария подчеркнула, что каждый случай, каждое обращение в данном вопросе нужно изучать индивидуально. Это очень щекотливый и очень сложный вопрос, в разрешении которого можно будет только в том случае, если мы консолидированно приступим к работе. Наши сограждане, им проще разрешать свои проблемы самостоятельно, нежели обращаться к уполномоченным органам. И массовость, которую набирает, она на самом деле еще больше, чем то, о чем мы с вами будем говорить и обсуждать. То есть цифры, количество людей, пострадавших от этих санкций, будет огромное. Министр иностранных дел Олег Барцыц также считает, что необходимо помочь гражданам Абхазии в разрешении непростого вопроса. Расцениваю это как свидетельство того, что исполнительная власть, депутатский корпус, администрация президента понимают всю важность, актуальность, чувствительность, я бы так сказал, всего этого спектра вопросов и проблем и намерены незамедлительно приступить к решению этих вопросов. По сути, это безальтернативный ход. Мы обязаны, как вы совершенно справедливо сказали, защищать интересы наших граждан настолько, насколько это возможно в рамках законодательств двух стран. По мнению министра юстиции Анри Барцыц, совместная работа представителей власти в решении такого сложного процессуального вопроса должна увенчаться успехом. Изначально в рамках того, как только стали появляться первые обращения к нам, как правило, это были частные личные обращения, мы пытались в таком единоличном формате оказывать содействие нашим гражданам. Дальше стало понятно, что обращения увеличиваются, количество людей, которые столкнулись с этой проблематикой, увеличивается, и в этой связи есть определенные системные решения, которые уже начали реализовываться. Занимаемся этим вопросом уже некоторое время, но пришли к тому, что на уровне межведомственных отношений решить этот вопрос уже не получается, и потому необходимо принять совместные усилия, и мы надеемся, что совместными усилиями мы к чему-то придем. Ввиду особой сложности обсуждаемого вопроса, далее слушания прошли за закрытыми дверями. Адиса Сагария, Рамо Камки, Айнал Гвинджи, Абхазское телевидение.